С добрым утром! Просыпайся настроением, заряжайся и стремись к новым свершениям, самым радостным мгновениям. Вот таким позитивным стишочком мы хотим поприветствовать всех наших зрителей сегодня в эфире пятница, 28 марта. Ура! Ну, я просто хочу всех поприветствовать, пожелать всем доброго, прекрасного утра, а поэтическое настроение у нас сегодня у Жени. Да, сегодня мы в студии с вами будем весь утренний эфир. Вероника Тамтосова, Евгений Никифоров. Впереди выходные, а значит, можно запланировать много чего интересного, провести это время с семьей, с друзьями, с родителями, с детьми. Но самое главное, что время с семьей можно проводить именно. прямо сейчас. То есть как-то вот на выходные это далеко, а вот позавтракать с семьей под нашу программу, ведь у нас Непременно. рубрики для всей семьи, от мала до велика, мы расскажем много всего интересного. Сегодня побываем в музее, познакомимся с интересными людьми, дадим прекрасные советы о том, что приготовить полезный и вкуснейший завтрак. Это мужская половина, намек такой. Так. Давайте готовьте сковородки для своих любимых дам. Ну и напоминаю, что вы сейчас видите QR-код для телеграм-канала, где последние новости. Мы стремимся все самое интересное там разместить, чтобы вы ничего не пропустили, ну и ничего не забыли. А тех, кто планирует сегодня провести больше времени на свежем воздухе, погулять, насладиться нашим весенним солнышком уже, конечно же, тем мы прочитаем прогноз погоды. Ну и всем тем, кто выбирает каждый день новый образ. Все теплее и теплее. В центральных районах минус 31, минус 13, в заречной группе 28, 11 ниже 0. В южных 23, 13 со знаком минус. В Вилюйской группе минус 30, минус 14, Нижнеленских 28, 16 со знаком минус. В западных 25, 12 ниже 0. В Колымо-Интегирской группе Улусов сегодня минус 27, минус 5. В Янских 28, 17 со знаком минус. На северо-западе 26, 16 ниже 0. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 22 градуса, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Сегодня днем переменная облачность без осадков, ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура днем в столице минус 10, минус 12 градусов. Что ж, совсем скоро мы услышим прогноз со знаком плюсик, когда можно будет спокойно гулять и не бояться того, что минус 20 вас заставит не выходить из дома. Разве минус 20 кого-то пугают? Я вот смотрю каждый раз на каток на теплом озере и понимаю, что да, никакие минус 20, минус 22, минус 26 никого не пугают. Мне кажется, наших людей невозможно напугать такими низкими условно температурами. Ну а что позитивного можно преподать нашим людям, показать, рассказать? Конечно же, мы узнаем в очередном выпуске новостей. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс, направленных на повышение устойчивости бюджетной системы. Предлагаемые поправки предоставляют правительству России право увеличивать общий объем расходов федерального бюджета в 2025 году без необходимости корректировки закона о бюджете. Увеличение расходов будет возможно за счет дополнительных нефтегазовых доходов, превышающих прогнозируемый и соответствующего увеличения резервного фонда. Законопроект также устанавливает новый порядок исполнения судебных актов, обязывающих выделение бюджетных средств. В Якутске повысит стоимость проезда в общественном транспорте. Изменения вступят в силу с 1 апреля и коснутся всех категорий тарифов. Всего их 7, при этом часть из них дифференцируется согласно льготным преференциям граждан. В целом средний рост составит 13,6%. Самый дешевый проезд обойдется горожанам в 23 рубля 3 копейки. Именно такой тариф обозначен у транспортной карты «Проездной билет» на 60 поездок. Так, как отмечают в городском департаменте дорожной инфраструктуры, стоимость проезда в автобусах Якутска остается одной из самых низких в стране. Причинами повышения тарифов назвали увеличение МРОТ, индекс потребительских цен и многие другие факторы. Мы учитывали также такие факторы, как обновление подвижного состава, увеличение затрат и расходов на запасные части, в том числе на новые автобусы, которые мы приобретали, повышение цен на топливо для автобусов, в том числе и с учетом того, что нужно проводить меры по повышению заработной платы водительского состава.
Минцифры России рассматривает возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые препятствуют доступу интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Это стало особенно актуально после хакерской атаки на провайдера «Лавит», в результате которой жители некоторых новостроек Москвы и Санкт-Петербурга остались без интернета. Министр Максут Шадаев заявил, что ведомство анализирует правоприменительную практику и рассматривает введение штрафов для управляющих компаний, нарушающих закон о недискриминационном доступе провайдеров. Напомним, что закон, упрощающий доступ операторов связи в многоэтажке, был подписан в 2024 году. Депутаты Заксобрания Красноярского края внесли в Госдуму законопроект, предлагающий предоставлять бесплатную юридическую помощь россиянам старше 23 лет, которые относились к категории детей-сирот и не получили положенное им жилье. В настоящее время эти граждане вынуждены обращаться в суд для получения квартиры, что сопряжено с трудностями из-за правовой неграмотности и дополнительных расходов. Хотя правительство подчеркнуло необходимость доработки законопроекта в части определения источников финансирования, инициатива направлена на защиту жилищных прав социально уязвимой категории граждан. Для ветеранов и пенсионеров служб правоохранительных органов стартовала первая спартакиада органов внутренних дел. В ней принимают участие порядка 180 мужчин и женщин. Представлены команды из Намского, Амгинского, Горного, Татинского, Хангаласского, Чурапчинского, Усть-Салданского и Мегино-Кангаласского районов. Соревнования проходят по 8 видам спорта и будут длиться на протяжении 2 дней. Организаторы отмечают, что мероприятие возобновит спортивные традиции и вновь сплотит ветеранов органов внутренних дел. А мы продолжаем делиться интересными новостями. В эти дни с 26 по 28 марта 2025 года в Якутске в рамках федерального проекта «Инклюзивный спорт без границ» проводится первая спартакиада специальной Олимпиады России для детей с интеллектуальными нарушениями. Проект направлен на популяризацию инклюзивного спорта и социальную адаптацию участников. Сегодня в нашей студии Мария Ракова, первый заместитель генерального директора специальной Олимпиады России. Мария Сергеевна, здравствуйте. Доброе утро вам. Доброе утро. Рада вас приветствовать. Несколько слов об истории рождения Олимпиады. Кто принимает в ней участие? Ну, наверное, я чуть-чуть прям обмолвлюсь о том, как специальная Олимпиада когда появилась в России. Это был 1999 год, а вот в Республике Саха-Якутия специальная Олимпиада стартовала в 2019 году на полюсе холода в городе Верхоянск. Ого! И тогда, на тот момент, я помню, как сейчас, я прилетела в марте месяце, это было 4 марта, и, собственно, в Москве была достаточно уже комфортная весна, то здесь был вполне себе приличный полюс холода. И мы, собственно говоря, открывали специальную Олимпиаду именно в этом городе. Это было очень здорово. Но я думаю, впечатления остались у всех. Да, и до сих пор вспоминаем, на самом деле. Это были яркие, пожалуй, самые красочные впечатления, потому что, несмотря на то, что такой холод, Республика Саха, мы все знаем, славится своим солнцем. И поэтому после хмурой, пасмурной Москвы вот это вот яркое солнце, белый снег, это действительно как символ того, что мы работаем с солнечными детьми, с солнечными людьми. То есть можно сказать, что вот эта вот природа, сама природа Якутии, это особенность, специфика Олимпиады, проведения Олимпиады именно в Якутии. Это как знак. Это знак, да, пожалуй, это знак. Какова особенность спартакиады специальной Олимпиады России в Якутске? Но на самом деле мне очень нравится, что специальная Олимпиада развивается в Якутске не просто по обычным стандартам, по обычным шаблонам. Важно еще подчеркнуть, что в Якутии очень развита национальная история. Да? И вот, собственно говоря, в один из приездов моих я наблюдала, как дети с особенностями ментального развития, без таковых, играют в венкийский футбол. Это было нечто. Когда в сугробах они бегают, в футбол играют. Я готова была сама все бросить и вот с ними тут же гонять. Это действительно, на самом деле, не только поддерживает, собственно, спорт, но еще поддерживает национальную культуру. Да, безусловно, это интересно, интересно происходит. Мы знаем, что сама Олимпиада, спартакиада, она разделяется на несколько
проектов, можно сказать, да, на несколько программ. Это спортивная, деловая, культурная программа. Вот вкратце о каждой из них. Да, здесь нельзя уйти от того, чтобы это было не взаимодействовало вместе. И мы прекрасно понимаем, что когда мы организуем спортивное событие для наших деток, мы должны понимать, что оно должно сопровождаться и каким-то творческим. Ну и, безусловно, вот сейчас в Москве 21 марта, в День людей с синдромом Дауна, в Москве прошел прекрасный чемпионат по плаванию, да, турнир по плаванию. И вначале выступали особенные дети на открытии. То есть это полностью взаимодействие, комплекс всех, всесторонне развитой истории, которая включает в себя все возможности. Ну а что касается деловой программы, то, безусловно, здесь вчера Феодосия Васильевна Габышева отметила важную деталь, что накоплен большой эмпирический опыт и необходимо двигаться в сторону научных исследований. Вот здорово спорт, надо посмотреть, какие результаты. У нас есть социсследования в рамках проекта, посмотреть, что дает инклюзивный спорт для людей с ментальными особенностями и без таковых. На сегодня итоговый день Олимпиады. Какая ожидается программа? В 16 часов в столице Республики Саха-Якутия состоится церемония закрытия. Открою маленький секрет, все дети получат свои подарки, получат свои медали. Поскольку специальная Олимпиада, хоть все и говорят, побеждайте, стремитесь, это, безусловно, важный фактор для всех. Но следует отметить, что я считаю, что они уже герои, потому что приехать из самых дальних уголков Республики Саха-Якутии, из самых дальних улусов, приехать на соревнования людям, имеющим инвалидность, это большое достижение. Само по себе участие, это уже для них какой-то успех, какое-то поэтому достижение. каждый из них получит свою медаль и подарок. Я Это думаю, классно. это шикарно, это прекрасно просто. Ну, а насколько значима Олимпиада для нашей республики, для развития вот наших деток, для развития этого направления вот, в Я спорте? считаю, что это важно не только для детей с особенностями ментального развития, их родителей, их семей. Это также важно и для обычных людей, для нас с вами, и особенно подрастающего поколения. Сегодня они школьники, а завтра они станут работодателями. И вот именно в этой игре, знакомстве с особенными людьми, они могут понять, что на людей с ментальными особенностями можно положиться. И, быть может, завтра возьмут их на работу. То есть это еще и адаптация окружающей среды Конечно. под людей с инвалидностью, и их к окружающим людям, чтобы тоже не было страха, что можно было выстроить какое-то взаимодействие. Безусловно, Ну, вы правы. мне кажется, еще, наверное, для родителей, да? Для родителей, для детей, для волонтеров, для тренеров. То есть это огромный масштаб работы, который, собственно говоря, все ведут на энтузиазме. Ну, а какая перспектива развития проекта? Вот А, сейчас это республиканский, сколько вот, Вчера сейчас? состоялась отчетно-выборная конференция, и был новый выбран президент в Республике Саха-Якутия, председатель, собственно говоря, движения. Это Афанасий Семенович Владимиров. И я думаю, что совместно с Феодосией Васильевной Габышевой они, как два локомотива, поведут специальную Олимпиаду к светлому будущему. Ну, замечательно. Ну, прям Прекрасное да, начинание и перспективы. и главное, настрой у могут вас радовать. прекрасный. Мы будем ждать с нетерпением итогов закрытия, счастливых лиц детей. Я думаю, что все будут в восторге от того, что они... Подарков от того, что они это сделали, смогли, поучаствовали, и успехов вам во всех дальнейших Ну и начинаниях. больше участников с каждым годом. Спасибо огромное. Очень здорово, когда люди, дети в том числе, добиваются каких-то успехов, то есть когда они начинают действовать, начинают двигаться в этом направлении. Это прекрасно. А вот как ты думаешь, возможно ли разгадать секрет успеха какого-нибудь чемпиона? Ну, наверное, он индивидуален у каждого из чемпионов, у каждого это что-то свое, у кого-то настрой, у кого-то поддержка, у кого-то, может быть, мечта всей жизни с детства. Да, безусловно, это тоже влияет, но на самом деле все начинается просто. Спорт — это не стартовый свисток, не первые шаги по полю. Он начинается с элементарной обычной зарядки. Ну, согласна, те самые наклоны, прыжки, махи, которые многие ленятся делать с детства на физкультуре. Потягушки. Да, это фундамент побед. Давайте начнем строить успешный день прямо сейчас. Доброе утро, Якутск! Сегодня мы будем делать зарядку с помощью вот такого мячика, который есть у всех дома. Начинаем с головы. 1, 2, 3, 4, 5. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Следующее упражнение мы переходим на зону шеи. Подсчет. 1, 2, 3, 4, 5. Мягко.
другая сторона шеи. Раз, два, три, четыре, пять. Следующее упражнение с мячиком. Мы массажируем нашу зону плеч и ключиц. Другая рука. Раз, два, три, четыре, пять. Обратите внимание, шарик у нас идет зубчиками. Давление вы регулируете сами, как вам комфортно. Следующая зона. Мы также с вами массажируем зону ребер. Раз, два, три, четыре, пять. Другая сторона. Раз, два, три, четыре, пять. Также можно промассажировать наш животик. Раз, два, три, четыре, пять. Ни в коем случае не делаем против часовой стрелки. Следующая зона – это зона наших ног. Массажируем от зоны бедра, коленочка, икра, стопы и возвращаемся. Переходим на другую ногу. Коленка, ножка, икроножная. Финальное упражнение – это наши стопы. Кладем мячик на пол и массажируем. Можно пальчики зажимать и пяточки. Переходим на другую ногу. Если нет у вас такого массажного мячика, вы можете его заменить на любой другой мячик, на теннисный или который найдете в корзинке у ваших детей. Замечательная зарядка. Но знаешь, спорт часто воспринимают как состязание мышц, скорости и рекордов. Но за внешним лоском побед и медалей скрывается нечто глубже – лаборатория человеческого духа. Ведь каждый рывок к финишу, каждое преодоление усталости, каждая проигранная, но честно выстраданная схватка – это не просто физические усилия. Это моменты, когда на арену выходит душа. Упрямая, страстная, способная на жертвенность и милосердие. Как красиво звучит, особенно про душу. Я думаю, что спортсменам все равно немного проще доказать свою красоту. Гораздо хуже, когда из-за каких-то модных человеческих стереотипов красота человеческой души и уникальность внешности почему-то уходят на задний план. Да, это тоже проблема. Сегодня мы хотим познакомиться с потрясающими героинями, которые прекрасны во всем. И преимущественное общение с ними, понимая, что все мы разные, и у каждой из нас непременно должен быть титул минимум королевы красоты. Во как! Ломаем стереотипы сегодня. Под таким девизом в столице Якутска пройдет нестандартный конкурс красоты «Пышная красотка». Веселые очаровательные дамы, счастливые обладательницы пышных форм продемонстрируют уверенность в себе и свою красоту. Подарят нам. Продолжит тему Екатерина Винокурова. За звание самой очаровательной и привлекательной будут бороться 7 обладательниц пышных форм с разных сфер деятельности. Из города Якутска, села Табага и поселка Жатай. Конкурс проходит во второй раз. И если на первом участницы сомневались, то в этот раз шли решительно и смело. Идею провести нестандартный конкурс красоты в Якутии Ксения Громова вынашивала давно. Мы же не знаем, откуда взяли стандарты 90-60-90, правильно? Кто-то вот конкретно придерживается данных стандартов, ну а мы немного их не придерживаемся. И поэтому каждая женщина, любая женщина в любом внешнем виде, она все равно красива. Самое главное — себя подать. Этот конкурс, в первую очередь, для себя любимой, да, перебороть какие-то определенные моменты, где-то себя раскрыть, где-то показать, где-то, может быть, даже сломать себя, потому что у нас даже в рекламе идет «ломаем стереотип», оно так и есть. За время подготовки к конкурсу девушки очень сдружились. Каждая из них меняет свою жизнь к лучшему, добавить в нее красок и эмоций и познакомиться с интересными людьми. Конкурс — это вообще куча положительных эмоций.
не знаю, вот как-то мне вот радостно на душе от того, что я вот там буду участвовать, принимать участие. Я решила себя попробовать, раскрыть себя, показать себя. Вот. Меня вот заинтересовал тем, что я считаю, что именно там, на конкурсе, девушки борются со своими комплексами. Вот и я решила принять участие. Какие у вас комплексы? Ну, бывает. Бывает. Например? Я не буду говорить. Но я думаю, что после этого конкурса их не будет уже. Да. У меня семья, 3 сына, муж любимый. Вот. Самому маленькому сыночку 2 годика. Тоже дома вместе с папой за меня переживает. У меня прямо внутри что-то вспыхнуло. Я хочу попробовать. Я вообще очень люблю что-то новое узнавать. Недавно вот вокалом увлеклась, да, стала петь. Вязать люблю, хочу постичь азы лоскутного шитья. И здесь я тоже думаю, я должна это попробовать. Это тоже что-то новое. Знания, опыт, общение, знакомые. Это все очень интересно. В отличие от стандартных конкурсов красоты, «Пышная красотка» готовит целых 6 этапных выходов на сцену. Визитную карточку, где они расскажут о себе. Далее будет творческий номер обязательно. Это как домашнее задание идет. Девочки причем готовят разные номера. Это вот очень интересно. Будет выход в спортивном. Наших красавиц. Это тоже такая определенная зарисовка, где работает хореограф Никитин Альберт с девочками. Будет выход в вечернем наряде, деловой костюм. И еще будет одна фишка конкурса, о которой я не буду говорить. Но это не купальники, но это тоже очень интересно. Какая девочка не мечтает стать королевой красоты? А ею достойна быть каждая из нас. Навязанные нам стандарты 90-60-90 уже давно не являются для многих эталоном. Это доказывают многочисленные нестандартные конкурсы для девушек и женщин по всему миру, которые принимают свое тело, черты лица, разрез глаз. Ведь каждая уникальна, достойна блистать, нести свет и зажигать сердца. Не надо бояться, не надо стесняться. Надо, наоборот, собой гордиться, надо себя любить. Надо позволять себе и выходить из рамок, привычных рамок. Не надо какие-то себе давать установки, что я какая-то не такая. Ты прекрасная, ты самая лучшая. Всегда нужно об этом помнить, знать и говорить себе. И всем окружающим это показывать и доказывать. Подобные социально значимые проекты не могут оставить якутянок равнодушными. А эти девушки на личном примере доказывают нам, что мировой тренд плюс-сайз культуры наконец дошел и до Якутии. Катерина Винокурова, Аэлита Махно, Якутск. Ну, потрясающие девушки, потрясающее настроение, Абсолютно. такая энергетика Да, просто. все настолько красиво и необычно, завораживает. С нетерпением ждем итогов конкурса. Согласен. Ну, вообще, вот понятно, что можно посмотреть нашу передачу, зарядиться хорошим настроением, можно улыбнуться себе в зеркало, тоже зарядиться хорошим настроением. Но как бы начать день так, чтобы вот это был рецепт прям начала хорошего, яркого дня? Есть простой элементарный способ начать утро так, чтобы было здорово. Я думаю, что все-таки начинать нужно с завтрака. Недаром говорят, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ну а ужин там далее как получится. Завтрак сбалансированный, вкусный, приятный, с чашечкой кофе – это прекрасное начало дня. Как у мужчин все просто. Но успех любого предприятия, правда, часто зависит от мелочей. Хотя вкусный и интересный завтрак – это, пожалуй, уже не мелочь, а стратегия будущего успеха. Поэтому с нетерпением ждем наш новый рецепт. Доброе утро, Якутия! Сегодня мы с вами приготовим яйцо Бенедикт. В воду советую добавлять совсем немного кислоты для того, чтобы белок свернулся и яйцо держало себя в форме. Нарежем ветчину, хотите кольцами, я нарежу тонко полукольцами. Пока вода закипает, мы сдобрим нашу рукколу. Кстати, можно рукколу добавить, можно микс салата, можно лист салата, любой вид салатных для хруста, для аромата, для зелени. И заправим мы совсем немного оливковым маслом. Сделаем небольшую воронку,
чтобы яйцо у нас держалось в серединке. Лишнюю жидкость мы уберем вот так, таким способом. И погрузим нашу воду. Сэндвичи можно использовать тостер, чтобы подсушить. Можно в печку, можно на сковороде. И вот наше яйцо уже, в принципе, готово. Яйцо держится в форме, никуда не убегает. 2 яйца пашота одновременно делать не стоит, может перемешаться, запутаться. Поэтому одно яйцо сделал, выложил на шумовку, чтобы лишний белок ушел. И загружаю в центр нашей кастрюльки. Отличным дополнением для нашего сэндвича послужит соус на основе желтка и сливочного масла. Для этого нам необходимо растопить немного сливочного масла на водяной бане. Параллельно мы извлечем из яйца желток. Желток у нас готов. Нам нужно всего лишь навсего посолить немножко желток, смешать с солью и тонкой струйкой добавлять теплое сливочное масло, пока соус не станет однородным, глянцевым. Итак, возьмем наши обжаренные гренки, добавим на них нашу рукколу. Можно огурцы нарезать свежие с томатами. Можно, что вам нравится по вкусу. Добавим. Один, значит, сэндвич у нас будет с ветчиной. И один сэндвич будет у нас с вяленой свининой. Сверху мы на наше яйцо польем наш прекрасный нежный яичный соус. Всем приятного аппетита. Пока. На календаре 28 марта. Сегодня Международный день нутрициолога. По народному календарю Александров день. На Руси на Александра ждали прилета первых чаек. Это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться, это сулило ненастную погоду. Этот день в истории. 1709 год, 28 марта, считается днем рождения саксонского фарфора. А в 1776 году в этот день основан Басковский Большой театр. В 1797 году, 28 марта, была запатентована первая стиральная машинка. В этот день родились Ян Амос Каменский, чешский педагог, гуманист, основоположник научной педагогики. Екатерина Дашкова, русский литературный деятель, княгиня. Христоф Зигвард, немецкий философ, логик. Максим Горький, русский советский писатель, драматург. Марина Роскова, советская летчица-штурман, майор, герой Советского Союза. Александр Митта, советский, российский кинорежиссер, актер, сценарист. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Денис, Михаил и Тимофей.
Что ж, каждый день это действительно целая череда событий, очень полон интересными датами, днями рождений, известными и неизвестными. Кстати, освоение неизвестного – это развитие, а развитие – это жизнь. В этом убеждена жительница Алдана Ольга Корнева. Последние 10 лет она являлась руководителем бизнес-инкубатора. Несколько месяцев назад вышла на заслуженный отдых. Начинающим предпринимателям Ольга Яковлевна часто говорила: не бойтесь пробовать силы в чем-то новом. И сейчас героиня нашего сюжета точно следует своему принципу. Она осваивает новые направления деятельности и воплощает в жизнь давно вынашиваемые идеи. Какие? Узнали наши коллеги. О предприятиях и предпринимателях Алданского района Ольга Корнева знает все. Ранее она руководила муниципальным центром поддержки предпринимательства, а последние 10 лет являлась директором бизнес-инкубатора. Недавно Ольга Яковлевна вышла на заслуженный отдых и с энтузиазмом погрузилась в воплощение в жизнь давно вынашиваемых идей. Сейчас я наконец-то посвящаю себя семье, детям. Внуки уже выросли. В основном семье. Кто к сыну, кто к дочери. На досуге тут съездила в город Якутск на курсы барельефа. Что-то у меня в голове мысли крутятся заняться каким-нибудь сувенирной продукцией. В художественное училище имени Петра Романова, на базе которого проводились курсы, Ольга Яковлевна отправилась с подарком. Преподавателям слушательница подарила книгу, посвященную памяти своего отца. Яков Скрябин окончил это училище почти 80 лет назад. У него было призвание и разрешение, прям справка специальная выдавалась на написание портретов. Он был как бы портретистом. А вообще он писал и природу, и стойбище оленеводов. Задумка у него была большая. Он мечтал, но так и не осуществил свою мечту написать портрет нашего великого Жукова, маршала. Вот. Так как он сам был ветеран войны. Папа нашей героини – известный живописец. Он работал художником-оформителем и руководил городской художественной мастерской, а в свободное время создавал картины для души. Яков Скрябин написал более 600 произведений. Его полотна хранятся в Якутском государственном музее имени Ярославского и в Национальном художественном музее республики, а также в частных коллекциях. Вот в музее Ярославского хранятся картины наших первооткрывателей. Он писал Тарабукина, он писал Захарова, который слюду открыл в Тамоте, передовиков социалистического труда тогда. Такое было движение, передовики социалистического труда. Очень много картин у отца сгорело, очень таких шедевральных, где вот женщины с ягодой брусники, большое полотно. В книге на фоне его фотографии есть эта картина. В 2022 году в свет вышла книга «Он землю воспевал родную», рисуя кистью на холсте. Выпуск книги инициировала дочь художника. В издание, которое знакомит читателей с удивительной судьбой творца, вошли репродукции его картин, а также воспоминания людей, близко знавших Якова Дмитриевича. Мы готовили выставку отца. Здесь есть фотографии выставки, это где подборку. То есть нашли остатки зарисовок, картины, остатки, которые остались. И я почему-то решила, что надо все это дело собрать в одну книгу. И я ее специально сделала вот в таком формате, чтобы, может быть, кто-то из родственников других художников или других педагогов, там у нас же очень много было педагогов хороших, вот чтобы они как бы серию книг подготовили. Освоение неизвестного – это развитие, а развитие – это жизнь, убеждена Ольга Яковлевна. Людям, делавшим в предпринимательство первый шаг, она всегда говорила: не нужно бояться учиться. Сама же наша собеседница, пробуя силы в новых для себя направлениях, с удовольствием посвящает время любимым увлечениям. А ее страстью с детских лет был спорт. Нам сам Бог велел в Алдане заниматься зимними видами спорта. Тогда очень был развит у нас беговые лыжи. Мы вот занимались все беговыми лыжами зимой. А летом легкая атлетика. Я сейчас вот вышла на пенсию, времени свободного много, я и хожу на лыжи. На горные катаюсь, и плаваю, и хожу, по лыжне хожу.
Наряду с устремлениями и задумками, которые могут быть реализованы при определенной доле личных стараний, у Ольги Яковлевны есть еще одна идея. Она касается увековечивания памяти людей, внесших неоценимый вклад в становление и развитие района. Я считаю, что в городе Алдан нужен кровь из носу, нужен сквер золотодобытчикам или промышленникам. Ну, так как мы являемся золотодобывающим промышленным районом, вот, допустим, у нас на лыжную базу приезжают люди на соревнования, там, им можно проводить обзорные экскурсии по городу Алдан. С чего начинать надо эту экскурсию города Алдана? Именно со сквера, с площади, допустим, золотодобытчикам. Ольга Яковлевна убеждена, сквер золотодобытчиков будет интересен не только гостям города, но и местным жителям. Бесспорной станет ценность такого объекта для подрастающего поколения. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну, очень интересно, видно, что человек кипит идеями, то есть вот пенсии там даже близко не видно. Да, там еще действовать, действовать и действовать. Надеюсь, что все проекты будут реализованы. Вот все хорошо. Вроде и сюжеты интересны, и настроение хорошее, и обсудили, чем поднять настроение, но чего-то не хватает. Ох уж женщины, что может не хватать женщине в пятницу с утра? Казалось бы, все ведь есть. Нет, всегда всего мало. Мало света, мало солнца, мало настроения. Не улыбнулась главный редактор. Да, действительно, угодить женщинам, особенно в пятницу утром, не так просто. Может быть, есть какие-то конкретные пожелания? Давай попробуем исполнить. Знаешь, вот, наверное, мое идеальное утро — это все-таки чашечка кофе и, вот, знаешь, свежая газета. Мало того, что последние новости, вот этот запах свежей печати, вообще обожаю свежую печать книг, свежих газет, он наполняет прям какой-то энергией. Ну да, наверное, будет сложновато в студии найти газету прямо с запахом типографской краски, чтобы можно было вдохнуть, пошелестеть страничками. Но, тем не менее, информацией о том, что в свежем выпуске, содержаниями свежих выпусков газет, прессы, я могу тебя познакомить прямо сейчас с помощью нашей традиционной рубрики. Хорошо, когда твои проблемы решаются так легко. Ура! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Коротко, о чем пишет газета «Якутия» на этой неделе. Что изменится в жизни якутян с 1 апреля? Насколько повысится социальная пенсия? Почему мигранты начнут сдавать экзамены по русскому языку? Кому будет доступна ипотека на рынке вторичного жилья? Подробный разбор законодательных новаций читайте в рубрике «Федеральный уровень». Заканчиваются весенние каникулы у школьников, а значит, наступила самая серьезная пора у старшеклассников, которым предстоит сдавать основной и единый государственные экзамены. Как лучше подготовиться к ЕГЭ и ЕГЭ? Что изменилось в правилах приема в вузы? И как записать ребенка в 1 класс? Этим родительским вопросам посвящена рубрика «Тема номера». Якутские мультфильмы не знают границ. Судя по творческим достижениям анимационной студии «Тундра», иначе и не скажешь. Ведь теперь даже на Гавайских островах люди узнали, что такое зимняя якутская рыбалка «Мунха». О победах и планах талантливых аниматоров в репортаже Веры Макаровой. Жители Якутии уже заключили более 15 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений. Что это за программа, какое участие принимает в нем государство, как можно распорядиться накопленными деньгами, читайте об этом в нашей рубрике «Кошелек». Как 19-летний студент Института пищевых технологий из Нижнего Новгорода увлекся игрой на хомусе и стал всерьез интересоваться культурой народа Саха. Ради чего он решился на первый в своей жизни полет на самолете. Об этом в нашем эксклюзивном интервью с одним из хедлайнеров фестиваля «Мусустар» Сергеем Дубовиковым в рубрике «Собеседник». Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Якутия». Всего вам доброго! Ну что ж, надеюсь, твое газетное любопытство удовлетворено. Ну да, я теперь в курсе последних новостей и наверняка куплю последние издания. Ура! Почему бы и не прочесть и заодно удовлетворить все это завтрашнее утро, начну с кофе и газет. Действительно, впереди целые выходные, можно почитать газеты, а можно сделать что-то такое, провести их с пользой для себя. Я бы, пожалуй, остановила свой выбор на какой-нибудь экспозиции в музее. Это всегда интересно. В целом, да, просвещаясь, человек становится частью искусства, улучшает свое восприятие внешнего мира, других людей. Согласна, эмоции, полученные в музее, оставляют глубокий след в памяти и позволяют взглянуть на обычные вещи через призму мировых и исторических событий. Нам часто этого не хватает. Давай прямо сейчас расскажем нашим зрителям, что же интересного можно увидеть в музее.
25 марта. День работников культуры. Профессиональный праздник деятелей культуры и искусства. В этот день предлагаем всем посетить культурные мероприятия и приглашаем всех в Национальный художественный музей. Одним из ярких представителей культуры и искусства является народный художник Республики Саха-Якутия. Действительный член-корреспондент Академии художеств, автор более 100 живописных графических полотен. Художник-живописец Васильев Артур Дмитриевич. Его работы хранятся в Национальном художественном музее республики, в Музее изобразительных искусств города Томска, в Санкт-Петербурге и в частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Финляндии. Артур Васильев, художник, как пишет о нем искусствовед Галина Сафронова, из редчайшей породы всматривающихся. Недаром на всех выставках его работы очень притягательны, и они настраивают каждого зрителя на внутренний диалог. Он один из ярких представителей реалистического направления. Это художник не только творец, но и философ. Он яркий портретист, который вот в этом сложном жанре умеет показать индивидуальные черты человека. И отдельным таким творческим сюжетом у него являются его театральные портреты. В экспозиции искусства Якутии представлены 3 полотна, 3 портрета якутских деятелей культуры и искусства, оперные певцы Иван Степанов и Владимир Заболоцкий. Владимир Заболоцкий представлен здесь в образе шамана и в образе десятника из спектакля «Борис Годунов». И вот стоит смотреться в эти портреты, которые написаны очень ярко, выразительно, декоративно. И для каждого образа художник находит какой-то свой пластический язык и выстраивает такую сложную, но при этом очень яркую драматургию. Он приверженец классического направления, но при этом он соблюдает и сохраняет национальные традиции, национальный колорит и прекрасно работает со светом, прекрасно работает с тенью. И главная черта в его работах – это сила такая, да, это предельный лаконизм, четкость. Ведь недаром этого художника называют якутским Рембрандтом. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике. Якутия заняла 1-е место среди регионов по количеству заявок от участников специальной военной операции на участие в региональной кадровой программе. Как сообщил народный депутат Иван Луцкан, от бойцов СВО поступило 583 заявки, что значительно превышает показатели других регионов Дальнего Востока. В настоящее время кандидаты проходят онлайн-тестирование. К началу июня 25 человек приступят к очному обучению, а еще 25, находящихся в зоне СВО, зачислены в резерв. Остальные участники получат доступ к обучающим материалам и смогут подать заявки на следующие потоки. Сервис, позволяющий гражданам установить запрет на дистанционное оформление сим-карт на свое имя, планируется запустить на портале госуслуги в марте 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ранее он отмечал, что мошенники часто используют сим-карты, оформленные на посторонних людей с использованием их персональных данных. Новый сервис позволит гражданам защитить себя от подобных ситуаций.
4 жителей Якутии, пострадавших на производстве, получили новые автомобили «Лада Гранта». Ключи от автомобилей вручила управляющая региональным отделением Социального фонда России Марина Герман. Обладателями автомобилей стали жители Якутска, Вилюйского и Татинского районов. Транспортные средства были приобретены за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Автомобили предоставляются при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. Все автомобили оборудованы с учетом индивидуальных особенностей владельцев. Все автомобили адаптированы, оборудованы управлениями с учетом индивидуальных особенностей. Срок эксплуатации и период нахождения автомобиля у наших жителей будет в течение 7 лет. При этом старый автомобиль остается у собственника, у владельца. Вот в этот период эксплуатации осуществляется компенсация капитального ремонта транспортного средства в размере до 30% стоимости автомобиля, а также частично компенсируются расходы на техническое обслуживание, а также компенсируется стоимость полиса ОСАГО в размере 50%. Минздрав обновит порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним. Новый приказ, который будет подписан до 14 апреля, представит работникам школьных медпунктов право на льготы, включая досрочную пенсию. Эта мера направлена на решение проблемы кадрового дефицита. Сейчас в школах работает около 16 тысяч врачей и фельдшеров, а также 28 тысяч медсестер, включая специалистов с высшим сестринским образованием. На совещании в Совете Федерации обсудили оснащение школьных медкабинетов. В Якутии завершился региональный этап фестиваля «Студенческая весна» среди профессиональных образовательных организаций, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 550 студентов из 29 учебных заведений республики продемонстрировали свои творческие способности в 9 направлениях. Особенностью фестиваля стало обязательное исполнение фронтовых песен и постановка фронтовой прозы. Победители регионального этапа представят Якутию на Всероссийском фестивале «Студенческая весна». На этом пока все. Встретимся в 9-часовом новостном выпуске. Хорошего дня и оставайтесь с нами. Вокальный конкурс «Вот это да» стартовал на нашем телеканале 16 марта. Каждое воскресенье вы имеете возможность увидеть и услышать юных вокалистов, конкурсантов почти со всей Якутии. В этом году география конкурса расширилась. Об этом и других новшествах мы поговорим с продюсером и редактором проекта Юлией Михайловой. Доброе утро. Доброе утро, Юлия. Здравствуйте. И сразу не терпится узнать, какие такие новшества появились в этом сезоне. Ну, вы знаете, почему мы решили именно к детям обратиться, да? Потому что, когда мы проводили первый сезон и второй сезон, у нас участвовали взрослые вокалисты. Вот. И очень часто, прям вот там, вот, где мы были, где съемки проходили во всех городах наших, спрашивали обычно, подходили и говорили: а почему вы не проводите детский конкурс? У нас столько поющих детей, талантливых детей. И вот, знаете, в этом году мы решили, а почему бы и нет, почему бы не обратиться к детям? Поэтому у нас третий сезон, казалось бы, ну третий сезон, вот это да, но дети. Дети в первый раз. Самое основное – это наличие участников детей. Да, Супер. детей очень много. А новшество еще у нас в том, что вот в географию, да, вот мы расширили. За счет кого? За счет, вообще мы хотели бы охватить все промышленные районы, поскольку наш телеканал смотрит активно, ну, по всей республике, но все-таки мы ориентированы на промышленные районы, там, где сосредоточено наше очень много, ну, огромное количество людей, да, население наше. И поэтому вот Тампонский район мы захотели как-то охватить, и из Тампонского района откликнулись, ну, поскольку там небольшие населенные пункты, вот 3 участника у нас будут из Тампонского района в этом году впервые. А так, ну, Покровск откликнулись дети, очень много детей. Мы даже провели среди них конкурс, потому что было очень много желающих. Но все-таки рамки вот наших участников от каждой территории – это 10 человек.
Ну, это здорово, что география расширяется, да, и что больше безусловно. участников, тем более, что уже даже конкурсы проводятся среди тех, кто желает. Отборы, так Да. сказать. А какие правила в этом году? Правила в этом году те же, что и у взрослых. Мгм. Значит, ну, как бы у нас в Якутии уже к этому привыкли. То есть в каждом районном туре у нас выбирается по 2 победителя. Один по мнению профессионального жюри. Кстати, к жюри, в общем, к членству, к судейству мы привлекаем специалистов на местах. То есть если в Мирном, то это работники, в общем, музыкальной сферы. Это те люди, которые вот, в общем-то, вот в этой сфере, они, ну, имеют отношение непосредственно. И вот члены жюри выбирают одного победителя, а уже телезрители, поскольку у нас конкурс интерактивный, выбирают самого лучшего исполнителя от каждого района. То есть от каждого района у нас в финал попадут по 2 победителя. А потом уже вот 12 ребят, среди них уже большое профессиональное жюри, здесь 5 человек будет в членской комиссии, вот в этой, да, в судейской, они будут выбирать самый лучший голос нашей республики вот среди юных исполнителей, юных талантов. И это, ну, здорово, потому что вот мы хотим действительно поддержать, открыть новые имена, но в этот раз среди детей. Супер, давайте немножечко раскроем интригу и по призам поговорим. Дети ведь как никто другой радуются призам. Какие призы Подаркам, ожидают? конечно. Кстати, да, вот в Нерингре победителям конкурса. у нас девочка одна, прям вот она ходила по пятам и спрашивала, а какие будут призы? А что я получу, когда я выиграю? Ну, конечно. Конечно, вот, ну, хочется детей порадовать, но в этом году, и, кстати, как и в прошлом году, у нас выступила в качестве генерального спонсора, это горнодобывающая компания «Полиметалл». Ну вот. Призы будут от них, но пока говорить вот, ну, нам нельзя, что именно, но призы будут достойные. Не будем пока, да, ломать интригу. Я уверен, что Постараются, они чтобы всем получить подойдут. удивительные Надо призы. постараться. Как вы считаете, что дает участие в таких конкурсах вообще всем участникам, и взрослым, и детям? Какие перспективы раскрывает для юных вокалистов? Ну, во-первых, наш конкурс дает возможность заявить о себе, ну, на уровне нашего региона, но и не только, потому что каждый наш эфир ведь мы выкладываем в социальных сетях, и таким образом может посмотреть любой человек из любой точки мира, скажем так, да. То есть мы даем возможность вот показать себя во всей красе, свои вокальные данные именно на весь мир, ну, даже можно сказать и так. Далее вот дети, которые принимают участие в нашем конкурсе, они могут принимать участие в других, ну, допустим, федеральных каких-то конкурсах подобного рода, да, как наш, более таких вот, ну, тоже весомых там, и продвигать себя вот на этих площадках. Но вы знаете, я хочу сказать, это даже, скорее всего, и не профессиональное такое вот, ну, как бы удовлетворение, что ли, да, а с другой стороны, вот наш проект нацелен на то, чтобы наши граждане, ну, в общем, якутяне, да, пошли петь в любую какую-то студию, потому что петь — это здорово. В какую-то, прям в ближайшую вокальную студию какую-то. Кстати, вот взрослые, среди взрослых у нас было очень много людей, которые были не профессионалы, ну, самоучки, можно сказать, самородки своего рода, да. Вот, и среди детей, по-моему, тоже такие детки есть. Но у нас еще впереди несколько конкурсов районных туров, вот поэтому как бы я вот говорю, что кажется, они есть, вот, самородки. Поэтому как бы петь — это здорово. Они своим примером показывают всем нам, что петь — это здорово, это полезно, да, развивается, в общем, легкие, дыхание, вот это вот все. В общем, вот эта вся история, даже вот с этой точки зрения, петь, Уже мне кажется, это уже... польза, да. А вот если вспомнить прошлые сезоны, когда были взрослые участники, как поменялась их жизнь? Может быть, вы в курсе что-то? У них яркие примеры есть того, что они получили, чем они начали заниматься после этого конкурса, после победы? Знаете, Сультим Дашипылов, вот сразу, он у нас победитель первого сезона, вот это да. Он работал в Чернышевском, преподавал вокал у деток, да, а до этого он работал на других каких-то, в общем, сфера совершенно далекая от музыки. Но на сегодня, после нашего конкурса, в 2023 году был первый наш конкурс, да, он вернулся в театр, в оперный. До этого он пел в своем, ну, в общем, родном Улан-Удэ.
а потом уехал, ну, как говорится, на вольные хлеба. И вернулся спустя 20 лет, вот возвращение блудного сына на сцену оперного театра. Султин Дашипылов. Это так классно. Ну вот мы его как раз видим Ничего на себе, экране да. и слышим. Мгм. Так и хочется слушать. Кстати Бесконечно. говоря, он обладатель редкого драматического, ну, в общем, тенор, редкий он, понимаете. Таких в мире очень мало, говорят специалисты, поэтому мы очень-очень рады, что он вернулся туда, где он должен быть. Он должен быть петь, блистать в опере. То есть Ну, это прекрасно, когда замечательно, да, конкурс когда проект дает такие дает толчки. такие толчки, да, не то что толчки, это возвращает обратно к А исконной может быть, да, профессии. ставить людей на те места, где они должны находиться изначально. Это Здорово прекрасно. вообще. Совершенно Какие согласна. прогнозы в этом году? В этом году, ну да, действительно, у нас продолжается конкурс, он в самом разгаре, набирает обороты. 30 марта, вот уже в ближайшее воскресенье, к нам приедут детки как раз-таки вот из Хандыги, из Алёкминска, из Покровска. Почему мы их собрали в одну группу? Потому что другие, допустим, вот от Мирного, от Ленска, они как бы объединены по своему вот населенному пункту, по городу, да, по району. А вот эти детки у нас объединены, казалось бы, из разных вот уголков Якутии, ну, потому что, допустим, вот в Хандыге, ну, мы не сможем найти вот сразу 10 участников. Или вот Усьмайский район, мы тоже делали заявку, разговаривали, возможно ли деток отправить. Но, к сожалению, там что-то не получилось у них. Не смогли они нам вовремя как бы направить деток. Но я уверена, что там тоже есть очень много детей, которые поют. И думаю, что, допустим, в будущем, если наши конкурсы станут... Ну, замечательная перспектива. Понятно, что можно разговаривать о детях бесконечно. Ждем в воскресенье с нетерпением, какие будут результаты, а наши зрители теперь Посмотрим. точно будут болеть. Спасибо большое. Все, да. Хороших выходных. До понедельника встретимся на том же месте. Ну и после воскресенья, уверена, у вас будет Пока-пока. еще больше впечатлений.